Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Сегодня у меня будет день распаковок, можно сказать. У меня уже снято, но это будет идти впереди по-любому. Как всегда, распаковка от любимого Василька. Сейчас я распакую и посмотрим, что же я заказала. Ну вот, мои дорогие, вот что я заказала. На сей раз у нас только комплекты постельного белья и полотенца. Хотели заказать одежду, но вы представляете, что пока мы там выбирали, пока то, что нам нужно было, настолько быстро раскупаются у Василька вот, одежда вообще и вещи, что просто, мне кажется, если бы это вещи были плохие, то они бы были постоянно. Даже полотенца, несколько полотенец нам поменяли, потому что того, что я заказывала, не было. Ну, мы несколько дней там выбираем, что Ибрагиму нужно, что там другому сыну, Багаудину нужно. Пока мы выбирали даже то, что толстовки, которые им были нужны, они раскупились. Поэтому сегодня вот такие вот покупочки. У Василька очень много, большой выбор, друзья. Качество, как всегда, я говорю, превосходное. Полотенца просто шикарные, полотенца просто отменные. Очень хорошо впитывают воду, не линяют. Не знаю, мне очень нравится, что я вот полностью у меня дома. Все полотенца от Василька я уже и дарить начала. Я много дарю уже своим и знакомым, и друзьям, и несколько посылок отослала, и с постельным комплектом. И, короче, друзья, я люблю дарить и полотенца, и постельное белье, поэтому заказала на сей раз вот такие вот покупочки. Распакую, покажу вам. Полотенца мне действительно очень нравятся. Вот такие светлые я специально заказала, чтобы дарить все-таки светлые очень даже нравится, красивее дарить светлые. Ну и дома, конечно, но у меня есть дома розовые. Вот это вот я специально купила в подарок. Видите, какие они шикарные. Это чистый хлопок, друзья. Они прекрасно впитывают воду. Вот такой вот красивый рисунок, орнамент у полотенчика. Так, ну это комплект, я специально как бы комплект его взяла. Значит, это 50 на 85. Вот это вот лицевое для лица полотенчика такое, 50 на 85. Оно стоит всего 276 рублей. Превосходное качество и превосходная цена. А это уже полотенце 70 на 135, это банное. Называется он София Капелла, кремовый цвет. Вот такой вот нежно-кремовый цвет. Очень красивое полотенце, очень качественное. Вот видите, большое. И это полотенце стоит тоже всего 628 рублей. Мне кажется, это совсем недорого, если сравнить его качество. Так, дальше. Полотенце махровое, Грация, синий цвет. — 70 на 135. Оно стоит 612 рублей, друзья. Вот это вот мне очень нравится. У меня есть такое сиреневое, я покупала, оно у меня лежит. Вот. Мне нравится этот рисунок, мне нравится качество этих полотенец. Вот такие вот шикарные полотенца. Я и своим дочкам подарила по набору. Это тоже из той же серии, только тоже лицевое для лица. Видите, какое симпатичное. И тоже очень качественное и натуральное ХП. Оно стоит 270 рублей. Это 50 на 85. Так. Ну, это полотенце было мне поменяли, потому что того, что я заказывала, не было. И поменяли на такое. Но оно тоже очень симпатичное. Махровый зеленый цвет. 50 на 85, 328 рублей стоит. Тоже. Камера не передает, что она зеленая. Не передает? На серое больше помахивает. Ну, она вот тут вот серо-зеленая такой, очень красивая. Красивый цвет такой. Но тоже очень красивое, очень мягкое такое, качественное полотенчико. Так, цену я сказала же. 328 рублей. Вот такие вот полотенчика на сей раз у меня. Так, дальше. Дальше у меня
Двухспальный комплект постельного белья. Танзила меня просила. И да, она, помните, я ей заказывала одеяло двухспальное из верблюжьей шерсти. Она очень довольна, просто не нарадуется им. Качество хорошее. И теперь вот заказала для нее набор постельного белья. Так, Танзила все равно их будет пользоваться, поэтому я их распечатаю. Так. Качество, честно вам скажу, у меня у дома все постельное белье от Василька. Оно шикарное. Вот такие вот наволочки 50 на 70. Вот такие вот наволочки 50 на 70, друзья. С хорошим запахом. С хорошими вот так вот швами. Это поплин. Так, вот такая вот простыня. Комплект выбирала Танзила сама. Как раз у меня здесь была вот такими вот сердечками. Симпатичная, нежная, кремовое такое. Так, ну это тоже в виде сердца. Красота вот такая. В середине вот так вот. Очень красивое и очень качественное постельное белье. И вот таких вот два одинаковых комплекта белья я купила просто для себя. Ну, как для себя. В подарок, если, или себе. Без разницы. Просто пусть будет. Потому что мне очень нравится постельное белье от Василька, еще раз повторюсь. Не мешает. И мне кто-то писал, что нужно теперь покупать двухспальное белье для сыновей, да, для будущих невесток. Может быть, тоже буду покупать еще и двухспальные. Посмотрим. Вот такой вот нежный, мне нравится цвет. Вот такой вот, как бы цвет голубенький. Вот такая вот простыня. Прошито тоже очень качественно, все хорошо. Так. Хлопок 100%. Поплин, как я сказала. Так, вот наволочки. У меня подушки квадратные. Это 70 на 70. Вот такая вот наволочка. Две наволочки. Так вот. Это простынка. И вот такая вот красота. Может быть, я даже себе их сделаю. Новые. Я всегда люблю новые белье. Так, ну вот. Вот так вот, друзья. Вот такие у меня сегодня покупочки. Так, я, по-моему, не сказала. Так, и мои дорогие, значит, комплект двухспального белья, который называется «Атмосфера счастья», стоит 1944 рубля. А комплекты белья «Тишина природы» полутораспальные стоят 2060 рублей. Вот такая сегодня у меня покупочка. И, друзья, у Василька Преображение на сайтах. Они меняют свое оформление сайтов. У них будет, будет новый сайт, будет красивее, будет, наверное, удобнее. Поэтому обязательно заходите в описании. Я оставлю ссылку на сайт, на их Инстаграм, на их Телеграм. И обязательно закреплю в комментариях. Заходите, посмотрите, что вам понравится. Качество, я вам гарантирую, очень хорошее. Тех вещей, которые я покупала, я за них отвечаю. А у них очень много вещей, так что зайдите, посмотрите, выберите и закажите. Ну вот как-то так сегодня. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы.
Это тот же день, я только что отправила заказ. Как я сказала, я уже опять шепелявлю. Мешает протез, если честно. Натирает просто десну. Поэтому придется вам терпеть или мне не разговаривать. Ну, чтобы мне не разговаривать, не будет трудно, да? Так, ну вот, сделала я на обед голубцы. У меня же оставались. Вы видели, что у меня оставалось много голубцов. Вот еще, ой, еще заморозку сейчас пойдут. Вот так вот. А это я отварила, вернее, потушила в том же соусе, в котором тушились на продажу. 3 штуки уже мой сын съел, он уже отобедал. Это мы оставшиеся поедим. Как я сказала, я 1 штуку съем. Без гарнира, без ничего. Не хочу готовить гарнир. У меня есть свежие овощи. Мы сейчас сделаем с мамой себе салатик. Помидоры, огурчики. Мама сейчас просто общается по телефону. Хотела ее позвать, но она, можно сказать, с подругой своей общается. Вот. Поэтому я подожду пока. Пока она будет разговаривать, быстро нарежу помидорчик с огурчиком. И мы с мамой пообедаем. Больше никого дома нет. Все разошлись. Как я сказала, второй сын уже отобедал сам. Пока я заходила, помолилась, он уже пообедал. Так. Сказал, что вкусные. А это для меня самое главное. Оценка. Вот не знаю, плохая черта. Пока мне не скажут, что это вкусно, я не успокаиваюсь. Ну, если вкусно, конечно. Если не вкусно, то скажут невкусно. Бывает и такое, почему бы и нет. Бывает, что и невкусно бывает. Так, если что, эти ножницы у меня для кухни всегда. Я ничего такого не делаю, кроме кухонных вещей. Вот так вот, походу, начну с вами начинать общение, снимать, выходить на связь. Девчонки меня потеряли, говорят, что без меня скучно. Уже многие пишут в личку, общаются, им интересно со мной. Но я этому очень рада. Даже выходят девчонки на связь, что это самое... Ой, что же я хотела сказать? Научились, не научились, а я их смотивировала на то же самое, на продажу полуфабрикатов, на продажу готовой продукции. И местных девочек, и женщин с других регионов. Я очень этому рада, если хоть кому-то чем-то помогла. Поэтому, ну вот как-то так. Ну, сейчас я быстренько пообедаем мы. Надо убрать посуду. А там, по ходу, посмотрим, что я буду дальше снимать. У нас сейчас прямо такое солнышко. Я сейчас скоро пойду, после обеда пойду, покажу, как у нас красиво, солнечно, тепло. А так-то ночи холодные. Мои дорогие, так, я не стала снимать, потому что мама стала очень долго общаться по телефону со своей знакомой. Я без нее пообедала. А потом уже она пришла, пообедала, уже как-то не стала снимать. Так, сейчас я не так шепелявлю, потому что потихоньку опять одела свой протез. Ну, это как бы и протез, и не протез. Как он называется? Мост, по-моему, да, называется. Вот. Натирает, конечно, больно. Щека вообще раздулась. Но делать нечего, жить продолжать надо. Так, короче, вот, ехал на обед сын. И я позвонила своему мяснику. Вот, мне прислали вот такое вот мясо. Вы знаете, что я покупаю не жирное. Ну, тут небольшой жирочек. Так, вроде бы хорошее мясо вот такое. Я его помыла, высушила уже все. И теперь буду нарезать и делать фарш. У меня пока заказа нет. Просто я как раз, когда вот, ну вот сегодня голубцы сделала, когда уже мясо запасы заканчиваются, чтобы совсем не быть без мяса. Поэтому заранее покупаю себе вот такую вот вырезку, да. Вот 550 рублей за килограмм. Вот такое вот мясо я всегда покупаю для своих заказов. У меня еще есть немножко, по-моему, килограмма 2 или 3 уже с того заказа, но
Сегодня, наверное, еще пельмешки налеплю и манты. Посмотрим, что как. Короче, вот так вот. А сейчас я буду его нарезать и пропускать через мясорубку. Правда, жира не купил, надо жир купить, жира у меня уже нет. Ну вот, друзья, вот так вот я распаковала фарш. Ну, сначала сделала фарш, потом распаковала. 11 пакетов по килограмму. И удобно брать, удобно складывать в морозилку тонкими вот такими вот пластами. Вот как-то так. Будем продолжать дальше наш день. Так, и, друзья, только что поступил у меня заказ. Вот такие вот замороженные голубцы я отправляю тоже, девочки. Смотрите. Это сразу я им под ложку положила, чтобы они сразу их сами пожарили. У нее гости сегодня. А вот этот вот килограмм мант я ей просто, ну, хотя нельзя говорить, но все-таки просто в садаку даю, в савань. Очередной заказ отправляю, девочки. Вот такой вот печеночный тортик и голубцы снова в подливе.